кого-то лает. Белка или бурундук, как всегда. Сосна там. На сосне кого-то облаивает. Кто там? Кого там лаешь? Мужик где-то на вершинке. Что-то я никого не видел. И дальше побежал. Оставляет. Не видно. Не увидел я, ребят, кого там облаял. Я думаю, все-таки белка. Думаю, белка там. Ну вот, ребят, почти пол ведра уже. Там на болоте слышно, как кричали журавли. Ну, черника местами есть, вон она. Только не ленись, собирай. Вот что я вижу, везде кругом черника. Наверное, наберем ведро. Становится жарко, сейчас я кофту, наверное, придется раздеть, ну, снять. Блин, тепло на улице. Даже душно. Хотя сейчас только 8 часов времени. Надеюсь, ветер поднимется. Ребят, вы не поверите. Вот отсюда взлетела косач. Взлетел. Вроде как туда он сел, не знаю. И собаки нету. Вот тут. В упор. Один. Сейчас не поленюсь, схожу. Недалеко вроде как он приземлился туда, ну как сказать, сел на дерево. Или же, может, дальше улетел. Не знаю. Сейчас глянем. Где-то вот тут он. Я думал, вальшны, потом, короче, серо-черный он, окрас такой. Неужели он далеко? Но я не услышал, как он садился. Не вижу. Может, на нижней ветке он сел. Он где-то вот тут должен быть. Прямо вот так и поднялся он. Так хочется вам показать нах. Неужели он далеко улетел? Самец был. Не, если только он тут, может быть, в этих деревьях. Там еще большое дерево. Улетел. Да, улетел, ребята, он оказывается далеко. Вон там хорошие большие деревья. Ух, черника какая тут. Да. Не удалось показать. Собака, как назло, блин, куда-то ушла. Тулан ушел еще. Видно, он далеко улетел. Ну, я не слышал, как он садился, но, блин, так похож был, что он на дерево сядет. Улетел. Ну, хоть лес, тайгу показал. Сосновый. Пока стоит. Может, и в этом году тоже вырубят. Кто их знает.
Да, улетел. Почему он один? Вроде как перо меняет тоже. Угу. Ладно, не удалось показать. Ой, наелся я уже этой черники сегодня. Она какая крупная. Ну вот, ребят, очередное 10-литровое ведро. Ну и я в этом сезоне сбор ягод черники тоже закончил. Все. Я набрал для семьи ягоды столько, сколько нам надо. А все остальное пусть тайга, как сказать, другим дает. Ну и в дальнейшем будущем году, чтобы также было много черники. А сейчас мы обратно пойдем с Туланом. Ну, ешь. Он ягоды вообще не ест. Вообще. На, Тула. Танай. Тулами. Не хочет. Ладно, собираемся. И домой. В избу. Тулан снова куда-то ушел, оставил меня, но и я тоже ждать его не стану. Придет. Ребят, я уже возле избы. Смотрите, какой огромный гриб еще по пути я нашел. Вот. Ну, расслабляться еще рано. Но солнце уже греет очень сильно. Надо 5 минут передышка и снова в путь. За сетями. Резиновую лодку надо притащить. И там посмотрим, какая рыба попадет. Ну, примерно я 10-литровое ведро собирал час 20, наверное. Это без дороги, не считая дороги. Вот, сейчас 5 минут перекур и снова в путь. Ну что, ребят, показываю свой улов. Смотрите, 2, 3, 4 таких щук. И так, карасей получается. 1, 2, 3, 4, 5 карасей. Давно я не ловил карасей. Карасики хорошие. Вон они шикарные. 35-ка сеть. Вон такие они попадают. Ну и щуки тоже. Самое раз. Я вообще не ожидал, что какая-то рыба будет. Потому что вчера я сеткой ставил. Ни одна всплеска, ничего не было. Ну, одним словом, удача улыбнулась нам. Я очень рад этому улову. Время 12 часов уже, вон. 12:01. Встали после 3. О, бля, время быстро летит. Ничего не успеваю. Дело еще море задумано. Решил приготовить этот салат по-быстрому, по-таежному. И покушать, и еще пару часов, хотя бы пару часов, еще с беседкой там повозиться, крышу начать там что-то там крыть, не знаю. Но самое главное, меня как бы торопит, это чтобы ничего у меня не испортилось.
рыба, которую я уже почистил, кроме карасей, щук почистил, но не посолил. Я в туис положил. Вот. И утки, грибы, чтобы не испортились. И ягоды. Все скоропортящие продукты. Вот, поэтому моторка поднимается. Поэтому, ну, хотя бы пару часов еще. Пару часов еще что-нибудь будем делать. Сейчас надо плотно, мощно пообедать. Тулан облаивает лодку. Короче, пожарил 3 яйца у меня было, салат с хлебом съем и вот такой таежный обед. Лук не стал уже крошить. Сейчас, блин, 12 часов самый солнцепек. Ну, короче, вот такой обед у меня. Буду обедать. Ну вот, ребят, я покушал, немножко отдохнул. Сейчас надо, знаете, в первую очередь, наверное, перед тем, как я соберу эту лодку, я откручу вот эти шурупчики и надо снять вот эту деталь. Не знаю, как он снимается, пока не понимаю, но он мне не нужен. Все, вот это мне не надо. А вообще, если рыбачить сетями, он вообще ни к чему. Я, наверное, как-то это спилю лишнее. Вот так вот. Немножко переделаю.
Так, ребят, два слова, что я сделал. Сделал это две стойки, я поставил, чтобы, ну, чтобы не прогнулось вот это верхнее бревно. Дальше, так-то в принципе я упоры сделал коротенькие, но дополнительно еще вот повыше. Вот здесь две штуки и вот тут две. Вот. Потому что снега очень много у нас. И когда очень много снега будет, может просто придавить и не выдержать, в какую-то сторону может уйти. А сейчас упор более-менее. Ну, пока так оставлю, а там посмотрим, как будет. Кроме этого, еще один ряд, как сказать, прибил доски. Лаги у меня получается 4 штуки. И там осталось 3. Еще мне надо привезти из дома 2 штуки. 40 или 50 на 10. 50 на 10. Доски примерно 15 штук еще привезу. 15 штук. И вполне достаточно, чтобы полностью укрыть крышу. И еще какой-нибудь столик там внутри сделать. Вот. А в остальном, в принципе, пока все. На сегодня уж точно все у меня. Просто уже надо ехать. Сейчас я быстро уберу территорию, во-первых. Во-вторых, мне надо помыть посуду. И собраться и поедем. А остальное я так все оставлю. Вот эти, из этих бревен, может там некоторые бревна пойдут на изготовление стола. А остальные я буду пилить и уже складывать вот сюда. Потому что здесь вот эта площадь наполовину у меня будет поленница. Здесь будут дрова половина, а там столик сделаю. Ну и в принципе, да и еще, знаете, места очень много будет. Потому что, скажем, вот до сюда, если у меня будет дрова, да столько, наверное, все равно не буду я держать. И вот столько у меня будет площадь для столика. Кроме этого, типа вот предбанник у меня еще и все закрою, все. И под крышей там рыбу чистить или еще в дождь. Короче, буду дальше доделывать, но не сегодня. В следующий раз приедем, также будем дальше работать. Вот. Фу, блядь, жарко. 30 градусов на улице вообще. Мне уже, короче, очень тяжело. Нам, скажем, мясо не надо. Да, вегетарианец, блин. Остатки от досок занес. Следующий поход я уже буду затапливать. Ну, может, кто-то придет, будет ночевать, затопит печку. Одним словом, я все уже собрал. Тут все порядок, чистота. Спасибо, изба. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Поход заканчиваем, ребята. Получается, поход беседка, фильм первый. Еще поснимаю для вас. Ну, территорию все убрал. Все в порядке. Лодку перевернул. Все закрыто, все чисто. Костер потушен. Ну и
Сейчас уже вещи, все здесь. Самое главное, ничего не забыть. Туда, все. Все. Тулан команду знает. Это не буран. Ну все, сетче. Все, короче, поедем. Моночка, мон. Ой. Вот, сюда, ну. Ой. Вот так. Ладно, поедем. Да, Тулан? На двигателе ты будешь греться. Тепло. Бездельник мой. Тут, ребят, вообще бездорожье. Тут на машине редко когда проедешь. А из-за такой жары отсюда вся вода высохла. Вон, смотрите, как асфальт. Хотя тут, скажем, ям ничего нету, но тут очень, как сказать, ну, можно застрять. Мягкая земля, болотистая, вот, смотрите, как там, мох. Вот. Так что я не знаю, что происходит с природой в этом году. Очень жарко. 22, если не ошибаюсь, 22 августа. Я, в общем, хоть в трусах ходи. В шлепанцах, в трусах. Жесть. Туланчик. Короче, будем заканчивать. Я уже подъезжаю. И ждите продолжения постройки беседки нашей таежной. Хочу отблагодарить вас за ваши просмотры. И будьте здоровы. Всем пока.